мои друзья! Šodien man palīdzībā atnāca mana draudzene. Сегодня ко мне в помощь пришла моя подруга. Лūdzu, iepazīstieties, пожалуйста, познакомьтесь. Tā ir Саша. Это Саша. Ну, vai Александр или Александр. Поскольку, записывая вам уроки, я не слышала о том, как вы произносите какие-то звуки, как вы произносите слова, то я решила взять, в качестве подопытного кролика, не обижайся. А чё мне? Решила взять свою подругу, которая не знает латышский язык, и она сейчас будет с самого начала читать слова, не зная, как они произносятся, какие-то там, в принципе, правила я объясню, но в любом случае она будет читать с самого нуля. Прошу не кидаться огнёвыми помидорами. Вот. И мы знаем, что, в принципе, в иностранном языке русскоговорящие делают одни и те же ошибки. То есть мы знаем, что в английском языке часто русскоговорящие говорят грассирующий «р» или произносят «з» вместо «д». Поэтому я думаю, что и в латышском языке у вас будут, в принципе, похожие ошибки у всех. Мы знаем знаменитую фразу, как там, from the bottom of my heart, да? I speak from my heart. Let me speak from my heart. From my heart, вот. Будко style. Вот. Поэтому, в принципе, сейчас мы Сейчас почитаем. я буду from my heart. Точно. Так, давайте вот. Ага, вот. Значит, у нас тут диаложик, который мы сейчас будем читать. Но я думаю, что вы уже многие из этих фраз поймете и сможете их прочитать. Но сейчас проверим, как это сделаешь ты. Значит, сначала я прочитаю, чтобы ты знала вообще, как она произносится. Первая фраза, в принципе, самая простенькая. Здесь просто «Labrīt, Veronika, ko tu šodien dari?» Переводится как «Доброе утро, Вероника, что ты сегодня делаешь?» Попробуй ее прочитать. Labrīt, Veronika, ko tu šodien dari? Ага, у тебя прям такой немецкий какой-то или даже... Конечно, немецкий. Откуда какой бы еще? Смотри, во-первых, «о». У нас есть такой, знак. То есть от «у» переходишь к «о». «О». А дальше как ты прочитала? Tu šodien dari. Ага, в принципе, ничего, нормально. Только чуть-чуть погромче, чтобы было слышно. Значит, следующая фраза. Это уже как бы я произношу. Neko īpašu, ничего особенного. Но Рита iešu uz frizētavu. С утра пойду в парикмахерскую. Значит, neko īpašu. Neko īpašu. Неплохо. Но Рита iešu uz frizētavu. No rīta iešu uz frizētavu. Да, хорошо, только Рита чуть-чуть подольше. Да, отлично. Затем другой человек говорит, un pēc tam, а после этого. Un pēc, полный un pēc вообще. Так там есть слово «капец». Кстати, у меня был урок, когда я вам рассказывала о том, какие слова похожи на русские слова, какие-то смешные, там было слово «кокс», которое похоже на русское «кокс». Понятно. Вот. А есть еще вопрос «капец». Почему? Капец. Да, то есть капец, собственно. Почему капец? В общем, un pēc tam. Un pēc tam. Ага. Satiekos ar Pjeru. Встречаюсь с Пьером. Iesim uz latviešu valodas nodarbībām. Пойдем на курсы латышского языка. Satiekos ar Pjeru. Satiekos ar Pjeru. Iesim uz latviešu valodas nodarbībām. Iesim uz latviešu valodas nodarbībām. Ага. Ударение все время в латышском языке на первый слог. То есть не володас, а володас получается. То есть везде на первый слог. Нодarbībām. Следующая фраза. Tāpēc es arī zvanu, именно поэтому я и звоню. Es arī vēlos mācīties latviešu valodu. Я тоже хочу учить латышский язык. Tāpēc es arī zvanu. Tāpēc es arī zvanu. Es arī vēlos mācīties latviešu valodu. Es arī vēlos mācīties latviešu valodu. Опять Володу. Да, Володу. Володя у тебя. Володя. Затем. Tad nāc ar mums, тогда пошли с нами. Mēs mācāmies kopā ar latviešu jauniešiem. Мы учимся вместе с латышскими, молодежью, с латышской молодежью. Ir ļoti interesanti. Очень интересно. Tad nāc ar mums. Tad nāc ar mums. Mēs mācāmies kopā ar latviešu jauniešiem. Mēs mācāmies kopā ar latviešu jauniešiem. Ir ļoti interesanti. Ļoti. Как все у меня. Vai nav grūti un garlaicīgi
Не слишком ли тяжело и скучно? Война grūti un garlaicīgi. Только нав читается как нау, то есть не Nav. в, а нау. Нау grūti un garlaicīgi. Nē, mēs sarunājamies, spēlējam spēles, braucam экскурсijās. Нет, мы общаемся, играем в игры и ездим на экскурсии. А можно еще раз? Nē, Не. О, самое сложное слово. mēs sarunājamies. Mēs sarunājamies. На первый слог опять Sarunājamies. sarunājamies. Spēlējam spēles, Spēlējam spēles. braucam экскурсijās. Braucam ekskursijās. Вот такой диалог. Сейчас мы его уже обобщим и теперь будем читать. То есть, я буду Карлом, так что быть, ты будешь Вероникой. Начнем. Labrīt, Veronika. Ko tu šodien dari? Neko īpašu. 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 Neko īpašu. No rīta iešu uz frizētavu. Господи, как будто буквы не латинские. Un pēc tam Satīkos ar Pieru. Iesim uz latviešu valodas nodarbībām. tāpēc es arī zvanu. Es arī vēlos mācīties latviešu valodu. Nu tad nāc ar mums. Mēs mācāmies kopā ar latviešu jauniešiem. Ir ļoti interesanti. Vai nav grūti un garlaicīgi? Nē, mēs sarunājamies. Spēlējam spēles, braucam ekskursijās. Экскурсijās. Ты сказала спелеям. У тебя очень мягкие получились. Вот в русском языке очень много мягких почему-то звуков. Там не так, да, будет? Да, будет именно спелеям. Спелеям. Вот видишь, я же привыкла к немецкому, у них в этом положении как раз там шпилем, смягчается. Да. А в русском языке тоже, в принципе, мягкие все звуки. Я же привожу этот пример с английским языком, когда вместо believe говорят believe. То есть все смягчают. Believe, да? Вот так же и здесь. И иностранцы вообще говорят, что русский язык очень мягкий. Вот. Молодец, садись, два, да? Нет, в принципе, все здорово. В принципе, в таком макаре, я думаю, может быть, еще в таком макаре. Следующим гостем Аниной программы будет Макар. Буду записывать видео, чтобы вы послушали, как со стороны можете, возможно, звучать вы. Спасибо, Саша. Аплодисменты. Спасибо, Аня. Аплодисменты. Да. А пока будет ата. Ата!